Приближается месяц Рамадан. Вспомним. Субханаллах. Вот сейчас 58 дней, как 5 дней или меньше. Быстро пройдет. Так, глаз откроешь, закроешь, уже пришел. Поэтому заранее надо подготовиться, иншаллах. Вот вспомнить хадисы на эту тему, аяты. Глава называется «Баб уджуб сауми Рамадан ва баян фадли сиям ва ма та'аллаку бихи». Тема «Необходимость поста в месяц Рамадан и достоинство этих дней и все, что с этим связано». Значит, Аллах сказал: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون». О, те, которые веровали, предписан вам пост, так же, как был предписан тем, которые были до вас. Быть может, вы будете таква, будете осторожными, будете еще больше, сильнее любить Аллаха, так сильно любить, что остерегаться и не нарушать Его законы. Кушаем, даже не задумываемся, что откуда эта еда, как она нам на стол попадает. А вот голодными останемся, иншаллах, и тогда поймем, что это большое благо Аллаха субхану тааля. Человек не оценивает то, что ему постоянно идет. Иногда надо потерять, чтобы оценить. Так ведь? Все познается в сравнении. И то же самое касается семейных отношений. Во время Рамадана, дневное время, семейные отношения, половые отношения запрещены. Вот. И тогда поймешь, оказывается, как хорошо быть женатым. Да? Шахр Рамадан аллади унзиля фихи л-Кур'ан. Месяц Рамадан такой месяц, в котором был ниспослан Кур'ан. Худан линнас, служащий верным руководством для людей. Вабайинати миналь худа, принес Кур'ан нам ясные доказательства, указывающие на верную дорогу. Валь фуркан, и служащий нам аргументами для того, чтобы уметь разделять истину от лжи. Фаман шахида минкуму шахр, кто из вас засвидетельствует о наступлении месяца, либо увидит воочию, либо услышит, узнает, что наступил месяц Рамадан, фаль ясумху, пусть постится в нем, держит ураза. И еще раз, как в прежнем аяте Аллах сказал, это пост, ураза не является привилегией последователей Мухаммада саллаллаху. До нас, кто верил Ису алейхиссалям, тоже держали пост. Кто верил Муса алейхиссалям, тоже держали пост. И все вот эти божественные писания. Проходите, заходите, садитесь. Не стесняйтесь. Утром садитесь, вот здесь свободные места есть. Слушайте Коран, хадисы. Фаман шахида минкуму шахра фальясум. Кто из вас засвидетельствует, что наступил месяц Рамадан, пусть держит пост в знак благодарности Аллаху субхану тааля, что Он дал нам книгу, дал нам здоровье, дал нам благополучие, дал нам семью, дал нам много чего дал. Фальясумху, пусть держит пост. Ваман кана маридо, а если кто болеет, ау аля сафар, или находится в путешествии, то может не держать пост. А что делать? Фаидатун мин айямин ухар, восполняет пропущенные дни в другое время. Восполняет. Вот такой приказ от Аллаха, это сура Бакара, 183-185 аяты. Далее, хадисы. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. Абу Хурейра передает хадис, который собрал имам Аль-Бухари, имам Муслим, пусть Аллах будет милостив к ним.
В этом хадисе посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Великий и могучий Аллах сказал». То есть это хадис Кудси. Аллах сказал, пророк Мухаммад, алейхиссалям, передал: «Куллю амали ибни Адама лаху». Все дела сына Адамова, детей Адамовых, для них самих. «Илля сиям», кроме поста. «Файнаху ли», он для меня, «ва ана аджибих», и я сам буду воздавать за него награду. Это ученый объясняет так, что какое бы дело ты ни делал, в нем может быть показуха. Да, вот намаз делаешь, мысль приходит: давай чуть-чуть подлиннее почитай, чтобы на тебя внимание обратили. Или другая мысль приходит: давай побыстрее почитай, чтобы не подумали, как он долго читает. Садака даешь, думаешь, дай-ка садака даю, вот пусть подумают, какой я щедрый. Или думаешь, не, лучше не дам, чтобы не думали, что я чересчур такой праведный. И так далее, и так далее. То есть всякие мысли приходят в любой форме поклонения, кроме поста. Твой пост никто не видит, никто не знает. Если ты, конечно, не рассказываешь налево-направо: я пощусь, я пощусь, я пощусь. Внутри это у тебя все. Внутри, в сердце. Вот, поэтому Аллаху алям, ученые это так объясняют: ас-сияму ли, говорит Аллах, пост ради меня, пост для меня, и я сам буду давать за него награду. И описывает его Аллах так: ас-сияму джунна, пост это является щит, вот, защита, вот, как выходишь на войну, и чтобы стрелы не попали, чтобы, значит, не разрубили тебя мечом, надо иметь щит. Ну, в современном мире нам это уже тяжело понять, потому что таких нет. Есть бронежилет, да. Если пуля стреляет, бронежилет попал, останешься живой. Вот, у нас такая борьба идет с нашим нафсом, нафс наш враг, наши эти желания. Хочу спать, хочу есть, хочу то, хочу все. Вот, давай пост держи, хочу, сиди там на месте. Голову не поднимай. Вот. Потом у нас враг какой? Шайтан. О нем пророк, алейхиссалям, сказал: «Инна шайтана яджри мин ибни Адама маджра дам». Шайтан бегает по тем местам, в которым ходит кровь. Венозные эти кровяные вены, артерии, там шайтан бегает. Для него там дорога. А когда ты не кушаешь, не пьешь, эти дороги закрываются, и ему тяжело двигаться. Еще кто наш враг? Наш враг – это дунья. Вот эта дунья нас обольщает своей красотой, своей прелестью, своими какими-то вкусностями и так далее. А пост говорит: днем нельзя, воздерживайся. И поэтому от всего этого нас пост защищает, служит для нас джунна. Джунна значит щит. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Если кто-то держит из вас пост, пусть не сквернословит и не шумит, не кричит. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدْ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ. Если его кто-нибудь будет провоцировать, обзывать, ругать, или драться, или лезть в какую-то такую ситуацию, фальякуль, пусть он не поддается провокациям, а говорит: «Инни соим», я держу пост. Кому это надо говорить? Самому себе говорить. Я держу пост, я в таком высоком духовном уровне нахожусь, что мне не стоит опускаться на этот низкий уровень и ругаться, и спорить, и кричать, и терять человеческий образ. «Валлади нафсу Мухаммадин бияди». И клянусь тем, душа Мухаммада, у кого находится в руке, во власти. То есть клянусь Аллахом субхану ва тааля. «Ла хулуфу фами сайми аттьябу инда Аллахи мин рихил миск». Запах, исходящий изо рта постящегося, прекраснее перед Аллахом, чем запах мускуса. Но этот запах, он
в результате голода, да, возникает. Это не значит, что не надо чистить зубы. Некоторые говорят, я хочу, чтобы от меня побольше такой запах шел, и даже зубы не чистить. Это неправильно. Зубы надо чистить. В Рамазане? В Рамазане, да. Ну, конечно. Зубной пасту возможно? Чистить надо мисваком. Зубная паста опасность, может попасть в рот. Ихтиот не михайот. Это персидская поговорка, но она взята из хадиса. Хадис точно такой же есть. Осторожность – это половина жизни, половина успеха. Зачем рисковать и пастой себе чистить зубы, если она может попасть? Лучше не рискуй. Лучше не рискуй. Мисвак, в нем нету ни пасты, ничего, но он выполняет миссию пасты не хуже, чем паста. Обеззараживает от всяких микробов и так далее. И так далее. Вот поэтому искусственно этот запах вызывать не надо своими нечищенными зубами. Этот запах выходит из желудка. Неприятный запах от поста. Для нас неприятный, а для Аллаха очень приятный, говорит пророк алейхиссалям. Валисайми фархатан, и постящийся получает две награды, две радости у него будет. Первое, ида афтара фариха бифитри, когда он разговляется, долго-долго не употреблял блага Аллаха, а потом начинает потреблять и радуется. О, оказывается, вкуснее воды ничего на свете нету. Оказывается, от этого куска хлеба ничего вкуснее нет. Оказывается, и понимает ценность этим вещам. Ценность. «Вайда лакия раббаху», а когда он встретится с Господом, «фариха бисаумихи», будет радоваться тому, что он держал пост, ибо ему придут такие награды, такие подарки, которые он даже себе никогда не представлял. Вот такой хадис передал нам имам Аль-Бухари. И этот месяц все ближе и ближе, осталось меньше 60 дней. Поэтому к нему надо заранее готовиться, изучать информацию о нем, читать. И организм подготавливать дополнительными постами. Понедельник, четверг, дни полнолуния, держать пост, чтобы потом, когда мы зайдем в Рамадан, не было тяжело. Если человек целый год не постился, а потом в Рамадане только начинает поститься, ему первые 3 дня будет тяжело. Даже, может, целую неделю тяжело будет. Организм привыкает. А здесь, если ты уже подготовился, то будет легко. Так же, как машина. Вот сейчас машина у кого-то в теплом гараже стоит. Зашел, джин, завел, сразу поехал. А если на улице стоит, надо завести, минут 10-15 прогревать, потом только ехать, иначе заглохнет по дороге. Вот пост тоже так. Если ты каждый месяц по 3 дня держал поста, в течение года у тебя как будто в теплом гараже стоял организм. Рамазан зайдешь, сразу заведешь, поедешь. А если не держал целый год пост, как холодным на улице стоял, первую неделю надо завести и прогревать. Такой простой пример жизненный. Вот поэтому дай Аллах нам баракат месяца Раджаб и месяца Шабан, и дай Аллах нам достичь Рамадана и провести его в поклонении, в посте, в намазе, в чтении Корана, кормлении постящихся, в раздавании щедрым подарков и других форм поклонения, поддержкой родственных связей, укреплением соседских связей и, самое главное, уделение большого внимания книге Аллаха Субхану Тааля, чтению Корана. Амин. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин. Джазакум Аллах хайран. Ага. Если его пропустил, да, вот в свое время, это возможно держать пост как-то возмещение месяца Рамазана? А если несколько прошлый Рамадан пропустил, да, например, или позапрошлый. Вот же только что мы слышали аят «Ваман кана маридлан ауаля сафарин фаиддату мин айямин ухар». Кто болел или находился в путешествии, он восполняет другие дни.
Особенно очень хорошо в зимние дни восполнять, потому что дни короткие, и держать уразу достаточно легко. Пожалуйста, баракаллах.